Уважаемые зрители, сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать автошколу в городе Якутске. Тема эта затронута не случайно, потому что очень много недовольных людей, учащихся в разных школах. И я хочу рассмотреть именно этот вопрос, рассказать, как правильно выбрать, чтобы вам не попасть в просак, поступая в ту или иную школу. Сразу же хочу сказать, что будем мы ссылаться на учебную примерную программу категории Б, утвержденную приказом Минобра и науки Российской Федерации 26 декабря 2013 года за номером 1408. Что в ней у нас говорится? Программа официальная, то есть отступать от количества часов в ней нельзя. Единственное, что внутри этой учебной программы их можно маленько друг с другом менять, но отступать от них нельзя. Учебная программа составляет у нас порядка 190 часов обучения для водителей с механической коробкой передач и 188 часов для водителей с автоматической коробкой передач. Теоретическая часть у нас составляет для всех 134 часа. Часы академические, то есть 1 час равен 45 минутам где-то порядка. Вождение у нас для МКПП 56 часов. Из них, кстати, те, кто учится на механику, вправе требовать 6 часов вождения с прицепом. Вправе. И 54 часа у нас дается на вождение с автоматической коробкой. Но если у нас теория это академические часы, то практика у нас часы строго астрономические. То есть 1 час вождения равен 1 часу, пройденному на часах по циферблату. Дальше. Первое, на что мы обращаем внимание, приходя в автошколу. Сразу же просим лицензию. Посмотрели лицензию, вышли, зашли в учебный класс, посмотрели, как он у нас оборудован. Желательно, чтобы был проектор. Желательно, чтобы на стенах у нас были развешаны тематические плакаты по, допустим, проезду перекрестков, сигнала светофора регулировщика, разметка, дорожные знаки. Потому что человек, придя, допустим, чуть-чуть раньше на занятие, сидит, разглядывает эти плакаты, и зрительную память никто не отменял, что-то у него будет в голове оставаться. Третье, что надо еще спросить у методистов. Вот здесь важный акцент делаю, надо спросить, сколько инструкторов и сколько курсантов у нас есть. Потому что если вождение выдается как положено в астрономических часах, то тогда за 12-часовой рабочий день одно занятие по вождению у нас составляет не более 2 часов, то есть 2 часа. Получается, за один день инструктор может откатать не более 6 курсантов. Значит, согласно санитарным нормам, обучаться одновременно может не более 30 человек в одной группе. То есть на эту группу надо не менее 5 инструкторов. Соответственно, придя в автошколу, спрося лицензию, посмотрев оборудование класса, спросив, сколько же человек у нас учится на данный момент, сколько групп, сколько в этих группах людей, сколько работает инструкторов, вы уже можете для себя спокойно посчитать в уме и понять, будут у вас потом проблемы с вождением или не будут. То есть соответствует количество курсантов на одного инструктора. Это во-первых. Во-вторых, надо обязательно узнать в автошколе здание и автодром в аренде, или же они все-таки, не здание, а помещение, автодром в аренде, либо они в собственности. Если в аренде, это меняет в корне просто все дело. Сейчас объясню почему. Смотрите, примерные затраты наших автошкол, большинства наших автошкол, у которых автодромы и помещения в аренде. Средняя цена аренды автодрома у нас от 50 до 120 тысяч колеблется 80 тысяч рублей в месяц. Средняя цена аренды помещения надо как минимум 2. Одно помещение у нас для занятий курсантов, второе помещение для методиста, или для директора автошколы, который будет сидеть и принимать там курсантов, подписывать договора и прочее. Средняя цена в городе, ближе к центру, не менее 80 тысяч за помещение. Это все у нас автодром, помещение, это месяц, это у нас месяц. Дальше надо обязательно методиста. Зарплата методиста, потому что один директор сам не сможет все это организовывать.
Примерно 25 тысяч рублей тоже методист, зарплата в месяц. Итого расходов мы получаем уже 185 тысяч рублей. Это ежемесячные расходы. Средняя продолжительность обучения вождению и теоретической части у нас около 2 месяцев. То есть смело вот эти затраты умножайте на 2. То есть, чтобы обучить одну группу, нам надо затратить 370 тысяч рублей. Это только для теории. Здесь не заложены еще различные представительские расходы в виде там расходов на скрепки, бумагу, воду в кулер, канализацию, то есть ЖКХ, там свет и прочее. Да? Сюда прибавим за курс, здесь уже не за месяц, за курс примерно 30 тысяч рублей зарплата преподавателя по теории. Ну, здесь так и напишем. То есть плюс 30 тысяч, простая арифметика, итого 400 тысяч рублей. Но при этом люди должны еще ездить, должны еще не ездить. Давайте возьмем для расчета, к примеру, это вот просто сопутствующие расходы, которые уже в месяц, у нас, вернее, за 2 месяца составят 400 тысяч рублей. Давайте возьмем, например, у нас 2 группы. Одна у нас идет понедельник, среда, пятница, вторая идет вторник, четверг, суббота. К примеру, пусть они будут забиты до отказа. По 30 человек. Итого 60 человек у нас обучается. Но для того, чтобы конкурировать в нашем городе, школ очень много. Некоторые автошколы снижают цену до 16-14 тысяч рублей, чтобы набрать народ. Ну, давайте посчитаем, что они тратят. Почему они снижают? Потому что, естественно, надо платить аренду автодрома, надо платить аренду помещения. И давайте посчитаем, что у них остается вообще. Пусть они набрали 60 человек по 16 тысяч рублей. Согласно простой арифметике, мы получаем 960 тысяч рублей с этих 60 человек на 2 месяца. Мы затратили уже вот такую сумму, остается у нас 560 тысяч рублей. Какая хорошая арифметика, скажете вы, дорогие зрители. Как много зарабатывает автошкола, даже обучая по 16 тысяч рублей. Но я поспешу вас огорчить, здесь не заложено обучение вождению. Большинство людей, курсантов, обучаются у нас на автомобилях с автоматической коробкой. Пусть все эти 60 человек будут обучаться на автоматической коробке. На автомате, как мы говорили, 54 часа. Надо откататься. Средняя зарплата инструктора со своим автомобилем. Большинство школ, конечно, есть и уже свои автомобили, но есть много школ, кто и нанимает инструкторов. Она равна примерно 200 рублей. Ну вот мы, получается, с одного курсанта 54 часа умножаем на 200, отдаем зарплаты 10 800 инструктору. А их у нас 60. Итого 648 тысяч рублей у нас уходит еще зарплата инструктора. А у нас осталось всего лишь 560. 560. Не забываем, что автошколе надо заплатить еще налоги. Кроме всего прочего. Как выживают эти автошколы? Меня давно мучает этот вопрос. Именно из-за вот этих расхождений мы получаем то качество обучения, в кавычках, очень низкое, которое мы сейчас видим. Все у нас ездят, матерятся, плюются, как учили, где учился, как ты ездишь. Ну вот так вот и ездят. Почему? Потому что ясно, понятно, на теории сэкономить тут просто не получится, не на чем. На автодроме, на аренде помещения, либо на зарплате методиста, ну здесь просто это фиксированная оплата, не получится. Экономится все, естественно, на вождении. Во-первых, выдают в часах не в академических, вернее не в астрономических выдают вождение, а в академических. Соответственно, количество часов у нас сразу же снижается. Это раз. Во-вторых,
скажу откровенно, не додают часы вождения. Их просто-напросто не додают, тем самым экономят. В некоторых автошколах, я не знаю в каких автошколах, не могу я про это ничего сказать, но просто по-другому здесь экономить не на чем. Не на чем больше экономить. Вот такие пироги. Так что, господа, кто хочет учиться нормально, придите в школу, заплатите 25 тысяч рублей, и вы абсолютно без всяких проблем окончите эту автошколу и будете довольны, получив водительское удостоверение через 2,5, максимум 3 месяца. Ну, если немножко подзатянется с экзаменами, да, если вы будете немножко там их плохо сдавать, такое тоже может быть, там переволновались, зацепили вешку, там, либо в городе переволновались, зацепили разметку, там, или где-то не пропустили пешехода, такое бывает. У нас в этом нет ничего страшного, в принципе, но зато все будет в срок, все будет в полном объеме, чем идти и обучаться за низкую цену, но при этом сомнительного качества. Я не буду говорить, что за 16 тысяч это дешево и значит плохо. Нет, может быть, кто-то умудряется влазить в эти рамки во все, кому-то что-то там остается, может, они собирают людей больше, чем 60, я не знаю. Может быть и так. Но, по крайней мере, простая арифметика. Мы все это видим. Думайте. Прежде чем учиться, обязательно думайте, решайте. И еще один немаловажный фактор. Я бы на вашем месте, конечно, в автошколах поспрашивал, будут ли вам предлагать литературу или нет. Например, я не рекламирую ни в коем случае. Я своим курсантам всегда предлагаю вот такие комплекты. Здесь у нас на якутском языке книжка по правилам, на русском языке книжка по правилам, и есть еще диск. Удобно тем, что данные комплекты поставляются сразу в самом начале. Почему я их начал привозить и поставлять сразу курсантам в начале? Потому что преподавателем работаю уже 10 лет и уже знаю, что люди все занятые, приходят на учебу. У кого-то там с родителями надо сидеть, кому-то с детьми, кто-то учится, некогда бегать по магазинам. И приобретает эти книги где-то в пределах там, недели, 2, а некоторые даже и 3 недель. И, соответственно, правила они не изучают вместе с нами, сидят без литературы, и появляется огромный потом провал в знаниях. Из-за этого предлагаю в самом начале, люди сразу же вооружены и очень опасны с этой литературой. И, конечно же, за счет этого процент сдачи экзаменов по теории довольно хороший. Вот такие пироги. Всем спасибо. Еще раз прошу вас, думайте, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь, заходите, смотрите. И такое послесловие небольшое. Был приятно удивлен. Недавно был в Ленске в марте месяце, в каком марте, в апреле. Зашел в учебный центр на 22 тысячи населения, там небольшой такой учебный центр уютный. И удивлен был приятно тем, что немногие городские наши школы могут позволить себе то, что позволил тот Ленский центр учебный. Во-первых, отдельный учебный компьютерный класс выполнен по всем санитарным нормам. Это раз. Замечательные учебные классы по теории, по устройству и по медицине. То есть выполнено все на должном уровне. Литература тоже у них имеется. То есть, прям респект Ленскому учебному центру. У нас в городе, конечно, тоже есть такие образовательные учреждения, но их рекламировать я не буду. Не хочу, все и так знают, они и так на слуху эти автошколы, да. Но пока что всем пока. Ждите следующих видео, как я уже говорил, ловушки нашего города и прочих замечательных видео от меня по правилам дорожного движения в нашем городе. Есть какие-то вопросы, обращайтесь на канале, задавайте, спрашивайте. Всегда готов и открыт к общению. Всем пока, всем удачи, всем весеннего настроения, всем праздничного настроения. 1 мая только прошло, 9 мая впереди. Всех с наступающим Днем Победы. Всем пока.